Сеть 5G запущена в Казахстане. Казахстанцы смогут страховать свои авто через терминал. ООН обеспокоены блокировками интернета в Казахстане. В Казахстане запустили базовую станцию 5G, пока в тестовом режиме. Оцифровка и хранение больших данных – это основа основ, рассказал управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейерманов. По информации на сайте премьер-министра, Аскар Мамин намерен расширять рынок телекоммуникаций и внедрять технологии 5G. В пилотном режиме сеть уже тестируется в 5 регионах страны: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской областях. Также отмечается, что премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем Совета директоров Nokia. Они обсудили развитие сети 5G с анализом больших данных и интернетом вещей для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей. По словам управляющего директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана Мейерманова, чтобы достичь успеха в Big Data, нужны полномасштабные изменения. Надо регулировать все отрасли так, чтобы необходимые технологические решения применялись уже на этапе проектирования дорог, домов, сказал Нурлан Мейерманов. По его словам, запуск процессов индустрии 4.0 позволяет увеличить производство в 10-12 раз. Мир уже отошел от такого применения технологий в определенной индустрии, а теперь получается наоборот: сначала технология, а потом уже индустрия на этой технологии, считает представитель Казахтелекома. По информации, для внедрения 5G Казахстан выбрал сеть LoRaWAN. Эта сеть является критически уязвимой. Механизмов предотвращения такого рода атак не существует, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Для справки, LoRaWAN – энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия. LoRa означает повышенную дальнобойность. Ее радиус действия на порядок больше привычных Wi-Fi, Bluetooth и 2, 3, 4G до 15 километров. Казахстанские автовладельцы смогут купить полис обязательного страхования в специальных терминалах. Теперь оформить полис обязательного автострахования можно будет самостоятельно в автоаукционах и местах первичной регистрации авто. Услуга будет доступна в первой половине июня во всех крупных городах Казахстана, сообщил председатель Совета директоров АО Тимур Турлов. Таким образом, оформить страховой полис уже возможно начиная с 1 июня текущего года. Терминал позволит приобрести обязательное автострахование за 3-5 минут. Для этого нужно найти ближайший терминал и приложить к нему водительское удостоверение. Аппарат за пару минут распознает документ и выдаст доступ на оформление. Тимур Турлов считает, что электронные полисы призваны ускорить развитие казахстанского страхового рынка. Страховщики перестанут зависеть от страховых агентов, выплачивать им большие комиссии, а сэкономленные деньги начнут инвестировать в совершенствование сервиса, отметил председатель Freedom Finance Insurance. Стоит отметить, что объявленные терминалы – не единственный способ получения электронного полиса. Оформить полис можно и в терминалах Киви, которых насчитывается порядка 16 тысяч по всей стране. Для этого нужно ввести личные данные, номер телефона, ИИН, номер автотранспорта, и затем оплатить полис наличными или через Киви кошелек. Компания намерена сфокусироваться на онлайн-страховании посредством терминалов, сайта и Киви. Поэтому мы отказались от офисов продаж, филиалов и работы с агентами. Будет уделяться большое внимание обслуживанию и страховым выплатам. Также будет работать служба аварийного комиссариата, что позволит оперативно реагировать на любые ДТП, поделился Турлов. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций, ООН, по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Ния Олэйн выразила обеспокоенность широкомасштабными блокировками интернета в Казахстане. На брифинге в пятницу в Нур-Султане она сказала, что члены ее команды лично засвидетельствовали проблемы с доступом в интернет. По информации представителя международной организации, госорганы РК оповещены о ее обеспокоенности ситуацией массовой блокировки, были подвергнуты целые сайты, целые стрим-сервисы. Значит, здесь возникают проблемы соблюдения принципа соразмерности. Кроме того, как мы понимаем, все эти шаги оправдываются необходимостью обеспечивать безопасность. Свобода собраний, свобода выражения мнений защищаются мировым сообществом. Меня глубоко беспокоит, когда соображения безопасности используются как предлог для того, чтобы ограничить реализацию этих вполне законных прав, заявила она. Информационный портал отмечает, что серьезные проблемы с доступом во всемирную паутину в РК возникли 9 мая. С утра не открывались несколько новостных сайтов, пользователи также не могли зайти в соцсети, Facebook, Instagram и другие. Позже группа NetBlocks, осуществляющая мониторинг свободы интернета, назвала блокировки 9 мая тотальными.
В группе полагают, что ограничения носили скоординированный характер и были введены, скорее всего, после призывов групп инакомыслящих к проведению демонстраций. Глава Мининформа Даурен Абаев, отвечая на вопрос журналистов о проблемах с доступом в сеть, заявил, что его госведомство не отвечает за связь и не имеет отношения к блокировкам. В свою очередь, министр цифрового развития Оскар Жумагалиев заверил, что сведения о блокировках будут проверены.